Фотографии, сделанные с разницей в 3 года, наглядно показывают, каким был Мариуполь в 2022 году и как он восстанавливается сейчас. Открывая мероприятие, посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что организация фотовыставки стала подтверждением успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между странами, основанного на принципах союзничества и партнерства. Особенно символично, что сегодня мы празднуем День государственного флага Российской Федерации. Поднятый над Мариуполем в 1922 году, он стал символом успешного восстановления города, пострадавшего от нацистско-бандеровского зверья, залогом возрождения всех новых регионов нашей страны. Отдельно хотел бы отметить значимый вклад в организацию фотовыставки администрации президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Генерал-лейтенант, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня, который не понаслышке знает о тяжелой жизни Донбасса, отметил героизм и мужество его защитников и поздравил всех собравшихся с Днем флага России. Мне выпало по службе не раз приезжать на Донбасс с 2014 года. Я не понаслышке знаю, через что пришлось пройти жителям Донбасса. Я видел разрушенные города, видел людское горе и детей войны. Сергей Винявский, известный своими документальными проектами в зонах конфликтов, стремится посредством своих работ донести до зрителя правду о событиях, происходящих в Мариуполе. Его снимки – это не просто фиксация разрушений, но и свидетельство стойкости местных жителей, их стремления к возрождению и возвращению к нормальной жизни. Работа Сергея Винявского показывает нам реальные изменения в регионе, в жизни и настроении его жителей, являясь сильным аргументом и информационном противостоянии с лживыми, фейковыми новостями западных СМИ. Для людей, никогда не посещавших Мариуполь, не прочувствовавших на себе всю тяжесть трагедий, перенесенных ее жителями, особо важно увидеть этот фотопроект. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма режиссера Ирины Сынковой «Позывной Кубань». Фильм рассказывает о простом парне, русском солдате, мобилизованном Александре Мальцеве, который отправился в зону СВО и за свои подвиги получил высшую награду страны – Герой России. В марте 2023 года он умело руководил группой бойцов своего взвода при взятии опорного пункта противника, когда часть его сил была уничтожена, а другая взята в плен. Кинолента рассказывает о детстве Александра Мальцева, его увлечении футболом, стремлении всех защищать, ничего не бояться и всегда быть первым. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.